коллеги, ну, 1% налог с оборота или полученного дохода, конечно, это очень такое достижение. А получит ли хозяйственный субъект, получит ли такой прибыль к концу года, то, что есть 1% заплатить, или будет получить убыток, никто же не знает. Сама производство такая вещь, могут подняться в течение года, могут подняться вирус, могут подняться какие-то другие. За счет этого могут получиться стоимость любого продукта будет расти, а покупательская способность населения у нас будет снижаться, и тем самым предприятие может получить и выпустить ту продукцию, которую продаст, от него получит свою прибыль. И когда отрицательный сальдо или убыток, тогда здесь говорят, что как его государство вернет. Ну, мы знаем государство, как возвращает. Бюджет попал, и его не вернулся. И с другой стороны, наше правительство не понял, проанализировали, с каких соображений принято решение 1%. Если раньше была такая, за предыдущие годы, за 9 месяцев полученную прибыль 1/3 каждый квартал мы платили. И к концу года, 1 марта, сдавали декларации, разница, если получили мы больше, чем предыдущего, за 9 месяцев больше получали, мы платили этого. И нормально. И налоговик проверял. И никогда ничего сверхъестественного я не слышал. Кто-то скрыл, и кто-то там больше не заплатил. И за счет этого какие-то были, я не слыхал вообще такого принципиального. Поэтому необоснованно поднять порог прибыли, это говорит о том, что по нашему, это приписка вообще-то, заранее заложена приписка. А за припиской, вы знаете, надо наказываться за то, что необоснованно взял деньги. Поэтому, видимо, поймут наше правительство, и если каким темпом пойдет, конечно, естественно, производственные инвестиции и производство остановится. Убыток никто не работает, вы знаете, да? Убыток. Поэтому сегодня не зря мы собрались здесь, чтобы все-таки довести до нашего правительства и наше Министерство экономики, чтобы поняли разработчики его, что она могут быть против работы нашей экономики.